В рамках работы партпроекта единороссов «Единая страна. Доступная среда» до 15 июня во всех регионах страны будут организованы уроки доброты. Они проводятся с целью воспитания толерантного и позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями. Сегодня такая акция прошла в Ингушском государственном университете. На ней побывала Дана Плиева. Возможности человека безграничны. Главное – лишь желание и воля к жизни. И задача сегодняшних гостей – доказать, что их мир не ограничивается из-за физических барьеров. Каждый из представителей благотворительного фонда МЯЛ рассказывает ребятам о том, что этот недуг не повод сдаваться и нужно идти вперед. Как никто другой это понимает Марем Сапралиева, студентка психологического факультета. Вы знаете, я сама являюсь инвалидом, и у меня случилась травма. И поначалу мне вообще потерял полностью жизненный интерес. И мне пришлось очень долгое время реабилитироваться. И в этом мне помог не только окружающий мир, но и мои родители. Все зависит от самих родителей, то есть как они примут этого человека. А потом только зависит от окружающей среды. Если человек сам добровольно выявит и скажет, что да, я инвалид, да, я не стесняюсь этой болезни, да, все от Аллаха, то я думаю, что психологическая точка зрения тут очень сильно имеет роль. Уроки доброты – всероссийская акция, охватывающая все регионы страны. Проведение таких занятий направлено на понимание инвалидности и популяризацию достижений людей с ограниченными возможностями. Сегодняшняя встреча прошла для студентов как нельзя плодотворно. Участники благотворительного фонда МЯЛ показали студентам социальные ролики, мотивирующие не сдаваться под натиском проблем, а также поведали ребятам о деятельности их фонда. Ведь за все время работы он оказывает как материальную, так и психологическую поддержку всем особенным людям республики. Руководитель фонда Лейла Дзейтова поделилась с ребятами о том, как решила создать его. Когда мне один умный человек сказал, делать надо то, что ты любишь и то, что ты умеешь, я призадумалась немного. И умела я тогда еще, всегда во мне это было, помогать другим словом, делом, чем могу. И в результате вот этого, наверное, сама жизнь Всевышний так привел. Я стала заниматься благотворительностью. Ограничение возможностей требует от человека мобилизации всех его физических и психических сил. Самостоятельно справиться с такой нагрузкой человеку сложно. Для этого ему всегда нужна поддержка со стороны. Личным примером для студентов стал Вахид Мархиев, бывший сотрудник МВД и ветеран боевых действий. Получив травму во время службы в МВД, как признается, он понял одно – жизнь продолжается, несмотря ни на что. Хотелось бы сказать, что, как называют, ограниченными возможностями. Нет, мы не ограничены. Возможно, у нас, как сказал, без ограничений возможность, потому что для этого мы должны создавать для себя условия, создавать доступную среду, участвовать в этой программе. Организатором проекта выступила «Единая Россия» в рамках работы партпроекта «Единая страна. Доступная среда». Руководитель проекта – Ингушская организация Всероссийского сообщества инвалидов, директором которого является Хава Калоева. Она уже 12 лет руководит этой ассоциацией. Мероприятие было проведено для того, чтобы наши ребята не забывали о том, что есть люди рядом, которые нуждаются в их поддержке, в помощи, в их милосердии, чтобы они никогда не проходили мимо, как-то уделяли внимание. Человек, который считает себя ограниченным, он очень нуждается в этом понимании. Помощь людям с ограниченными возможностями входит и доступность образования, работы, возможность участия в культурной, творческой и спортивной жизни. Хорошо это понимают и в самом университете, где есть и инклюзивное образование. Здесь вместе со всеми студентами обучается 200 особенных ребят. Что касается инклюзивного образования, многие по ошибке думают, что это какие-то особые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. На самом деле это не так. Дело в том, что университет должен создавать условия для всех одинаковые, то есть чтобы человек, который с инвалидностью, неважно, колясочник, либо инвалид по зрению, либо по слуху, чтобы он не чувствовал себя ущемленным, чтобы у него была возможность получать такое же полноценное высшее образование, как и у всех остальных. То есть там такого нет, чтобы инвалидам делали скидки, например. То есть как раз он получает полный доступ к образованию и наравне со всеми получает образование, и наравне со всеми сдает свои дисциплины. На сегодняшний день в нашей республике насчитывается более 60 тысяч людей с ограниченными возможностями. И такие лекции – ключ к их пониманию и адаптации в обществе. Дана Плиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.